Давления я сегодня не ощущаю, но хотел бы сказать, что 2 дня назад еще с одним претендентом на пост президента Ханыбеком Иманалиевым у нас была встреча в Почкорском районе. К сожалению, со стороны, скорее всего, местной власти были подготовлены так называемые представители ОБОН, которые, помним, да, еще при Бакиеве очень такая распространенная форма использования со стороны власти была против оппонентов. К сожалению, то, что мы уже забыли и начали забывать последние 10 лет, сегодня это все возвращается. Я был очень удивлен и возмущен. И у кыргызов есть такая пословица: что ты видел в гнезде, начинаешь делать, когда начинаешь летать. Так и сформировавшиеся как политики в бакиевские времена, к сожалению, делают то же самое или пытаются вернуть времена Бакиева. Это очень настораживает. А эта инициатива исходит от Джапарова или же как? Кто является автором этого? Скорее всего, всегда это идет от первого лица, задается тон от самого кандидата, и мы видим, что в отношении оппонентов он постоянно говорит, что там в отношении Утумбаева и Дюшибаева и других должны быть возбуждены уголовные дела. На Абдиля надо возбудить уголовное дело. На Ханыбека Иманалиева было уголовное дело. То есть этим самым он уже, не будучи президентом, еще не избравшись, уже начинает давить и угрожать в адрес оппонентов. Я думаю, это недопустимо. Это уже показатель того, что откуда задается тон. А семья Бакиевых вообще как-то причастна к этому или нет? Все мы знаем, что они были при Бакиеве приближенными, и у них был контакт в те времена, когда они находились за границей. И поэтому косвенные какие-то предположения о их причастности к Бакиеву есть. Я наравне со всеми кандидатами хотел участвовать в президентской гонке. Пост спикера он постоянно требовал, чтобы я находился в Бишкеке. И для полноценного, во-первых, участия в предвыборной гонке, и для того, чтобы у меня были такие же права, как у остальных кандидатов. В отличие от Садыра Джапарова, который все никак не может оставить пост премьер-министра, при этом делает одолжение, что якобы добровольно оставил пост его президента, что добровольно сложил полномочия премьер-министра. Он это сделал, не надо делать одолжение, он это сделал только согласно того, что этого требует закон. А добровольно он мог сложить полномочия премьер-министра, чего он не сделал.